Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. 19 февраля сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 1 Межмуниципального управления МВД России Якутска организована встреча подростков с бойцами ОМОН. Сегодня в преддверии празднования Дня защитника Отечества на базе ОМОН совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних первого отдела полиции Межмуниципального управления МВД России Якутска проводится мероприятие в исполнении распоряжения министра нашего внутренних дел, полковника полиции Прокопенко, о вовлечении несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, в нашу досуговую деятельность. Создаются списки специальные, создаются расписания занятий, будем их контролировать, проводить занятия. Надеюсь, что в прошлом году уже такая практика проводилась. В принципе, положительный опыт уже есть. Сейчас количество в этом году почти в 2 раза больше стало детей, желающих участвовать в этих мероприятиях. Думаю, у нас все получится. Около 50 детей смогли познакомиться с бойцами особого назначения, которые провели для ребят ознакомительную тренировку. Перед ними выступил со словами напутствия командир ОМОН Петр Сапунов. Также с детьми провела беседу штатный психолог, которая рассказала ребятам о работе, а также о требованиях при поступлении на службу в спецподразделения. Теперь на постоянной основе желающие ребята смогут посещать спортивную секцию, где опытные бойцы обучат подростков азам боевой подготовки, а также познакомят их с жизнью отряда. И, возможно, кто-то из ребят захочет связать уже свою жизнь с такой опасной профессией, как сотрудник отряда мобильного особого назначения. Сотрудниками полиции выявлен очередной зал игровых автоматов. 16 февраля на пульт дежурной части столичной полиции поступил вызов о том, что в одном из домов по улице Орджоникидзе располагается зал игровых автоматов. При проверке сотрудниками полиции информация подтвердилась. В этот момент в зале находилось всего 2 клиента и девушка-администратор. 16 февраля 2016 года поступила информация о том, что по улице Орджоникидзе действуют незаконные игровые автоматы. По приезду на место сотрудников полиции информация подтвердилась. Было изъято 9 игровых автоматов. В настоящее время проводится проверка. Опасайтесь карманных краж. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения. Для того, чтобы похитить ценную вещь, профессионалам требуется буквально несколько секунд. Карманники быстро покидают место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Следить за своими вещами нужно постоянно. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Находясь в магазине, не выпускайте кошелек из рук. Никогда не кладите его на прилавок. Внимательно оглядывайте сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц. Проверить сохранность имущества. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. В городе Якутске сотрудниками госавтоинспекции совместно со студентами проведена акция по предупреждению автоаварий во время гололеда. В зимний период количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих по причине гололеда, возрастает, и очень часто в объяснениях автомобилистов, ставших участниками автоаварий, встречаются слова «не успел затормозить», «автомобиль потерял управление», «машину занесло». При управлении транспортными средствами в гололед увеличивается тормозной путь, и водитель не всегда может остановиться вовремя. Такие происшествия могут иметь тяжелые последствия. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции совместно со студенческим отрядом ДПС первичной профсоюзной организации СФУ провели акцию «Осторожно, гололед». Недаром сотрудники ГИБДД выбрали улицу Жарницкого местом проведения акции. В этом районе расположено много автомагазинов, в том числе шиномонтажей и выставочных салонов различных фирм-производителей шин, куда часто приезжают автомобилисты не только города Якутска, но и всей республики. Во время акции сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали транспортные средства, после чего проводили профилактическую беседу с водителями по правилам дорожного движения. Студенты же вручали водителям
заранее подготовленные листовки и памятки с рекомендациями, как правильно вести себя в различных дорожных ситуациях на скользкой дороге. Особое внимание автомобилистов, инспекторы и общественники обратили на использование шин, соответствующих погодным условиям. Недавнее дорожно-транспортное происшествие, зарегистрированное 14 февраля на улице Автодорожная, где столкнулись два автомобиля, еще раз доказывает, что халатное отношение к состоянию автомобильных шин может привести к весьма печальным последствиям. Напомним, что автомобиль «Сурф» выехал на полосу встречного движения из-за заноса, где столкнулся с Suzuki Swift. В результате автоаварии 65-летняя пассажирка транспортного средства Suzuki получила серьезные травмы и была госпитализирована. Установлено, что шины передних колес джипа были сильно изношены и не соответствовали зимним условиям дорог. Водителям важно знать, что зимние шины обеспечивают высокий уровень сцепления при разгоне и торможении, а также оптимальную управляемость и боковую устойчивость во время прохождения поворотов. Такие шины существенно улучшают безопасность, особенно в экстренных ситуациях. И это логично, поскольку шины – это единственное связующее звено между автомобилем и дорогой. И на самом деле они являются одним из важнейших компонентов в плане безопасности. Госавтоинспекция города Якутска призывает водителей серьезно относиться к установленным требованиям законодательства, так как безопасность на дорогах напрямую зависит от ответственности водителей и правильных и адекватных действий на дороге. В рамках подготовки личного состава строевых подразделений к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены учебно-тактические учения. Здравствуйте, слушаю вас. Островского 6, первый подъезд, вы с какой квартиры? На каком этаже, что подозрительного? Где именно стоит? Хорошо, ожидайте, сейчас подъедем. Островского 6, первый подъезд. На первом этаже обнаружена сумка. Отправить наряды по идентификации. Места остановки для проверки информации. Патруля Островского 6. Первый подъезд. Отцепить районы, заблокировать. В подъезде обнаружена коробка. Все входы, выходы. Первый этаж под лестницей находится подозрительная сумка с торчащими проводами. Звонила гражданка Иванова. Патрули необходимо проверить. Как приняли. Февраля 2016 года в 15:00 было проведено учебно-тренировочное занятие по отработке действий наружных снарядов ОБПС Якутского АВО ОБТПС при обнаружении подозрительного предмета. На первом этапе учебного тренировочного занятия были отработаны следующие мероприятия: прибытие автопатрулей, проверка полученной информации, блокирование района, обнаружение подозрительного предмета, проведение ограничительных мероприятий. На втором этапе учебно-тренировочного занятия были отработаны следующие мероприятия: отцепление района обнаружения подозрительного предмета, проведение экстренной эвакуации людей. Всего было эвакуировано 43 человека. Силами инженерно-технической группы ОМОН совместно с кинологической службой проведено обследование подозрительного предмета на наличие взрывных веществ. Всего в учебно-тренировочном занятии было задействовано 33 сотрудника полиции и 12 единиц техники. Уважаемые граждане и гости столицы, опасайтесь карманных краж. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения, особенно если вас начинают толкать, теснить. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. Обращайте внимание на мужчин, руки которых прикрыты большой сумкой, пакетом, пиджаком. Следить за своими вещами нужно уже на автобусной остановке. Несмотря на толкучку, внимательно оглядывайте свою сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц, проверить сохранность имущества.
Карманники часто работают группами и передают похищенное третьему лицу, которое быстро покидает место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. По подозрению в совершении преступлений разыскиваются уроженец села Тенке Сунтарского района 1989 года рождения, а также уроженец села Тойбухой Сунтарского района 1987 года рождения, ранее судимый. Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении данных граждан, просим позвонить по телефонам 727 771, 8 914 270 09 81. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энмеха битин бир тылы, эйгин таптыбын дебитим. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қэ. Эйхэ бәді хәбиппин, бир тылы доғырым. Атты бар туранын онону, Сибекки тупутун кереспе, қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйеқэ бәді хәбиппин, бір тылы доғырым. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйеқэ бәді хәбиппин, бір тылы доғырым.